У меня все есть, просто я его, в принципе, не держу. Вот. Я каферша. Ты якутская кефирша, 100%. Да. Вот, а так вообще, в принципе, сейчас сегодня будет евреев мало, потому что шаббат. А я думаю, где Леон, короче, вообще не видно Леона. Законный якутский мусульманин. Ассаляту вассаляту. Винегрет, оливье, салат, цезарь, икра. Ассалату вассалату, винегрет, Бат. Вендетта, я все твои азаны переслушиваю по ночам. У меня уже 3-й живот Айши вырастает по ночам, по конкретно. Бисмилля, Шикарное прочтение Корана. Вообще у него хадисов и приветствие самое шикарное. Дорогая, привет. Приветики всем. Лучше привет. Приветы. Вот еще одна якутка, кефирша, наша сестра, альхамдулилля. Христиане С тоже, каких да, пор ее кефиры? в Ялутку записали? Христиане тоже Бедная. кефиры? Христиане. Конечно. Аллах говорит 9 суре 29 аята: отправляйте на концерт Кобзона всех, кто не уверует в Аллаха и в последний день. Заставляйте их платить жизнью в униженном, опущенном состоянии. Машаллах, брат. Милосердный наш. Бисмилля. Не, Вендетта, но я нашел тебе конкурента по азану. Включить его тебе? Давай. Не может быть, он вне конкуренции. Да не, вот, я нашел. И это, кстати, сам Вендетта репостнул. Сам он репостнул. Невозможно. Это непревзойденный Салах. Что это? Это непревзойденный Салах. Да, и там еще такой, типа, Трамп с этой Мелани смотрит, короче, это все очень смешно выглядит. Да, в конце еще Трамп патя, когда этот сказал бисмиллях, говорит. Сейчас, подожди. Сейчас. Не, ну это апия, а бисмилля нет уже. Бисмилля. Бля, он что там, штаны кончает, что ли? Что с ним? Рофл, типа, такой реально. Он жирно наизнанку выводит. Кстати, а ты знал, Вендетта, все Появился луковые микрофон. шайтаны... Привет всем. Привет. Все шайтаны дьяволы — это младшие братья Локи, короче. Он в прошлый раз сам говорил. В смысле? Ну, вот так вот. Пока, Да, у нашего пророка тоже был свой Иблисович. Короче, просто он ислам принял. Да. он ислам принял? А он у него где был, кстати, Вендетта? В этом сокрытом месте. Где обычно появлялся Ибн Анус. Так, ребят, я спускаюсь, я приехала домой. Хорошего стрима. Всё, Я бисмилля. послушаю. Все, спасибо, Кефирша. Заходи. Шаббат шалом. Давайте обнимаем. Шаббат салейкум. Подарок тебе успею подарить? Успела. Не надо, не тратиться, не надо. Спасибо. Все, Шаббат. шаббат салейкум. Спасибо. Шаббат шалом. Моему брату, главному Яхуду, салам алейкум передай. Бинанину Метаняху. Обязательно. Сейчас прямо спущусь, позвоню ему, скажу, что самый главный кафир ТикТока передавал ему. Привет. Все, хорошего, ладно. Он не главный кафир, он главный муджахид. Так, неверно.
Куда все мусульмане подевались? 2 миллиарда, говорили в кавычках. Да, кстати, Ну, мусульман сюда надо добавить. Сегодня А, уроки 2 был миллиарда. эфир. я сегодня из них все выжил. Ничего тебя не Да, осталось. да, 9 да. часов Да, да, да. эфир. Блин, Ну, я выжил сегодня все с по утра максимуму. смотрел, я это репостил, короче. Я думаю, бля, завтра в поход вообще плевать не будет. Короче, неделю не будут интернет заводить. Вы Не, знаете, ребята, кстати, а почему вы против ислама? Вот, почему вы говорите, вот Мухаммед, тогда были те времена, Мы кстати, не это был против, мы просто седьмой век. распространем ислам всей галактики. Это тогда был 7 век, галактики. вот Мария в 12 лет родила, например, Иисуса. И что Осуждаю. такого? господи. Но Мария родила непосредственно Никаха 53-летнего старика. А даже в самом исламском писании говорится, что Хуппель, то есть ангел, короче, вдул ей из своего, не знаю, из чего он дует. Он даже в исламе вот так. Но мы правоверные до этого знаем то, что он набрызгал что-то до этого, да. Не, потом это в исламе произошло. говорят Хуппель. Это типа как воздухом дунул куда-то, не знаю. Не, у Не христиан знаю. он просто вселился в тело Мариам, ну, Марии, и она родила. Ну, это не Ну, я почат, понял. Так никак откуда он это вообще? не Нет, говорится. Нет, Не- вот не- у нас, у муджахидов, больше претензии на то, что ей было 12, а ему было 90, ну, Иосифу. Ну, смотри, мне было не в 12 исламе, лет, в трактовке ислама такого нету. У кефиры, там какого-то 90-летнего туда записали, а у нас в исламе такого нету. У нас как раз-таки У вас молодой, да. Добрый вечер всем. Вендетта, как дела? Добро. Альхамдулилля, маршал. Че ты потерялся? Да, я на совещании у терялся. Аллаха был, там конкретные, короче, терки. Ты перестал ко мне заходить, что-то случилось? Не, меня пару дней не было, я на совещании. А ты знаешь, кто это? Альхамдулилля. Кто? Заместитель Аллаха. Это правда, что Надо, короче, они ссылаются на другой, то в одном на пупок он целовали, в другом на вот это изюм. В арабском А? изюм. тебя не слышно, брат? Да, теперь, Это бисмилля. недостоверный хадис. Насчет изюма это недостоверный хадис. Ну, это Аль-Зуст тоже когда-то был достоверным, но стал недостоверным. Это потихоньку будут убирать. Но все равно для вот этих муджахидов это не будет же доводом, поэтому не Что совсем такое правильно. изюм? Не совсем правильно это в довод давать, потому что официально же это недостоверный хадис, поэтому нет смысла. А почему, когда мусульманам угодно, достоверно, Ну когда не угодно, да. недостоверно? Вот то, что дозволено Почему так? Юпитеру, не дозволено быку. Как говорил Василий да. Так Васильевич. удобно. Ну а что у них дозволено? У салафитов что дозволено? У них единственный хадис, который недостоверный есть, где Аллах крутит землю как шарик. Где Ибн Таймия выводит из этого то, что земля шарообразная. А ты тоже в это это вот- веришь, да, что сотворил Аллах рыбу, ну, Тебя очень и плохо слышно. расстелил землю на две. Тебя очень, тебя очень плохо слышно, вообще непонятно, что говоришь. Сейчас Самый слышно? лучший дом, безобидный дом. Организм, энергия. Да, ты в это тоже О, веришь, что Альхамдулилля, это наш сотворил брат Аллах Муджахид. рыбу, ну, Это расстелил там сура землю, Аль-Калам. Это вбил сура горы, Аль-Калам. Столько дабы голосов, земля я не просто сползла Это в тафсир, рыбу. это тафсир двоюродного брата Мухаммеда. Это сура Аль-Калам.
В нем Извинись, прямо пишется скажи, что письменно полный прав. просто. Или, имея в виду, у нас всю оставшуюся жизнь с тобой Карандаш называется. вражда. Извини. Извини. Извини, пожалуйста. Я больше такие никогда не буду. Вендетта, давай азан. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи Азан, вассалям. Вендетта, Да, Азан. 100 муджахидов нужно быть минимум. Что мы делаем? Сейчас зовем. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, он был вообще самым лучшим человеком, потому что он кормил слепого иудея, который его при этом еще поносил, матом его крыл. Он его кормил, вы представляете? Это все ложь. Ложь. Салаллаху вассалам. Нет, это другое, Валлахи, братан. таллахи, Это другое. билахи, это все ложь. Нет, это другое. Хорошо. Это другое, Ты, братан. если ты это такой... другое. Если ты такой набожный, скажи мне, пожалуйста, вот это вот шарх Сахиха Муслима, да, у меня в голове не умещается. Вот слушай внимательно. Том 4, страница 32. Только не скажи, что это недостоверно, ладно? Смотри. Зачитывай. А Налови он вообще Головка ашарит, члена. он недостоверный. Да, а я скажу, ну не Всё, достоверно, и как всё. это написано. Это шарх Сахиха Я плохо Муслима. слышу. Если ты Арам, Нет. слышишь? Арам. А Налови он ашарит. Арам, у шарит. тебя интернет плохой, Арам. Мы саляфиты. Интернет поменяй, у тебя интернет лагает сильно. Мы саляфиты, а Налови ашарит. Мы его не слушаем. Все. А христиане вообще в курсе, что Иисус приветствовал людей со словами «Ассалам алейкум». Ага, а Бог сверху ему кричал, короче, фигню какую-то чанду несут и вообще не знают, что несут. Говорят же, головкой не надо думать, головой надо, а не головку используют. Иисус, саллаллаху алейкум, говорил. Пиздец. Вендетта, привет. Вендетта, Приветствую, Маржол, кефира. Вендетта на Когда азан будет? Добрый вечер, меня слышно? слышно. Азана не может быть, это кафир. Зачем вы от него хотите азан? Лучше надо прочитать суру Аль-Фатиха. Аль-Фатиха — это самая лучшая сура, которую можно прочитать. Не смей на нашего имама говорить. Зачем ее читать? Азан. Ребята, я прошу прощения. У меня можно к вам один такой вопрос задать, который я изучал на протяжении 3 месяцев? Давай. Смотрите, я изучал книгу Еноха, и у меня один вопрос. Скажите, кто научил Адама общаться так, чтобы Енох в 7-м поколении описал происходящее в развитии таком, чтобы мы понимали сейчас в 21 веке? А книга Еноха — это вообще что? Ты вообще знаешь, что это такое книга Еноха? Вот тут смотри, что написано. Согласно... Нет, подожди, пожалуйста. У меня был, Книга ребята, у меня был Еноха, ты вопрос. знаешь, что такое? Стилокс или как У тебе?
Вы не поняли, Еще раз объясняю. Вопрос. Когда был Адам, Енох был в 7-м поколении. Кто научил Мы здесь ислам Адама? обсуждаем. Подожди, ты мне скажи, стоп, ты мне скажи, ты с точки зрения христианина говоришь или мусульманина? Вы не поняли. Еще раз объясняю. Не, мы все правильно поняли. Когда Мы был поняли. Адам? Причем здесь Адам? Мы ислам обсуждаем. Смотрите. Ислам неважно. или Куда христианин? Ты смотреть? с какой точки зрения говоришь? Алло, Это умник, дерево. умник. Это дерево Книга знаний. Еноха. Алло, умник, подожди. Книга Еноха, Давай. во-первых, это апокриф, который вообще не относится к христианству никаким образом. Хорошо. Если ты уж там что-то хочешь говорить за счет Хорошо. того, что там какие-то есть вставления в Новом Завете из книги Еноха, это уже другой разговор. Причем здесь Если, вообще Нет, христианство? если ты сейчас вы не поняли. обсуждаешь типа книгу Еноха, Нет, подожди. Мы все Книга правильно Еноха поняли. не Книга. относится никаким образом Послушайте. к богословию. Все. Ребят, послушайте. Зачем ты это спрашиваешь? Послушайте правильно вопрос. Когда был Адам, Да это Енох. никому не интересно, это сказка. ты дашь договорить? Зачем ты это спрашиваешь? Ну, имей уважение. Ну, зачем ты делаешь? Смотри, это логичный вопрос. Был Адам, 7-й Енох. Кто научил Еноха разговаривать и общаться так, как мы информацию сейчас воспринимаем в 21 веке? Согласно суре Корова Аль-Бакара священного Корана, после сотворения Вы- первого человека, нет, Аллах не туда. обучил его Абсолютно. название Нет, всех вещей нет. и предметов. Нет, Слушай, не братан, туда. подожди, Нет, не туда, нет, не там, нет, не не там, не не туда, там, не там. не А туда. чё Ты ты скажи, нет? слышишь, ты скажи, перестань, нет, Смотрите. перестань, Смотрите, моя нет, версия. перестань, нет, скажи, что ты хочешь спросить. Хватит вот эти Хорошо. всякие увиливающие Хорошо. вопросы задавать. Хорошо, хорошо. Вопрос прямой, Смотрите. конкретный. Из каких Конкретный позиций, вопрос. чтобы люди понимали. Смотрите, конкретный вопрос. Вендетта, он Как спрашивает Енох- про как- какого-то Еноха. Как Енох, Это как книга Енох. Еноха есть Ну апокрифическая. послушайте, ну, дайте договорить. Вы сейчас поймете мысль. Как Енох мог объяснить происходящее А в материться своем развитии в то время, когда мы в это время размышляем по-другому? Вендетта, можно материться или нет? По-мусульмански, когда в мечети. Вы не поняли. Смотрите, Ну, когда я Аллах, тоже точно не когда поняла. Аллах, Я вообще не понимаю, почему этот один и тот вопрос. же вопрос. 5-й раз ты повторяешь. Сейчас и то распросрал землю намного быстрее, чем ты задаешь вопросы. Нормально вопрос правильно задай, чтобы все поняли. Хорошо. Ага. Тот человек, который был 2000 лет назад, как он мог объяснить ситуацию, которую мы сейчас понимаем спустя 2000 лет? Этот вопрос к Жопа об евреям, косяк. к иудеям, ислам, мусульманам, точно, мы ислам христианам, обсуждаем. Я это буддистам. изначально сказала. Да, кому этот вопрос адресован? Я, Это не например, важно. Нет, я, например, это язычник, вопрос- что это- дело ты это у вопрос нас во чеченское времени. язычество есть. Это Вендетта вопрос во кефир, времени а я и в йогурт. развитии. Ребят, ну ты серьезно, я же молоко, никого не братан. обижаю. Я никого не Обижаешь? обижал и никого не оскорбляю. Но это Вопрос. сделали люди, они жили, убивали друг друга, жили, рождались, жили, рождались. Нет, Они нет, опыта вы не набирались. поняли. Подожди, Смотрите. чё не поняли? Ты чё перебиваешь, блин, на середине слова, черт побери твой. Рождались они, Я не убивали оскорблял. друг друга, аннулировали друг друга, Я не оскорблял. аннулировали, Еще раз жили. повторяюсь, я никого не Да, оскорблял. распросрите Ты его можешь, отсюда. блин, замолчать, Распросрите его черт тебя отсюда. побери. Ты можешь замолчать, Распросрите. черт Он тебя очень побери. много говорит. Черт тебя ебет в жопу, а ты мне рот не Ага. закрывай, Тебя, если ты понимаешь. только тебя. Придурок Всё ты ясно. конченый. Так, короче, это Это твой Слушай, сын, этот- это твой сын, ты так, понял? Я тебе скажу пошел мысль. нахрен отсюда. придурок конченый. Какой он больной. Уже Ребята. 20 минут пытается один вопрос задать, не может никак его распросрать. Не удивляйтесь, тип с аватаркой Бравл Старс. Ну да, это уже и так понятно. Аутист. Ты такой.
Нет, вы не поняли, вы не поняли. Нет, вы не поняли. Хорошо, сейчас объясню. Сейчас объясню, вы не поняли, Сумасшедший пытается доказать, что он не псих. Да. Вы что меня перебиваете? Я же не оскорблял, я не оскорблял. Да ладно, Чебушка. оставьте его, он реально сумасшедший. По крайней мере, потому что он Сейчас, По крайней мере, подождите. потому Сейчас что я Муджаиду вам он подниму. здесь Тут пишет один в меня комментариях. в бой зовет. Сейчас Это... 95-й опущенный. Виндете привет, и Азану классная Азана, да. Это сегодня я зашел в эфир к мусульманам. Локи Там что-то молчит, вообще сегодня уже наговорился. Абу Закария был, друг Вендетты. И я хадис привел, где то, что этот посланник Аллаха клал фугас. И теперь дошло до того, что они мне вопрос задают. Ну, типа, для тебя это как? Я говорю, для меня это ненормально на крыше, ну как? Фугас это норма, это все ложат. Нет, и они меня в тупик завели, они мне сказали, типа, ну, нормально же это. Это типа, как под елку фугас ребенку ложить, это подарок. Брат, самое главное, я не смог ответить им, когда они мне сказали, так для нас это нормально, и что дальше? Вендетта шарит в этом. А дальше я им не смог ничего сказать, типа, ну... Я им сказал, говорю, вы дегенераты, наверное. Братан, что ты хочешь от людей, которые верят, что мы на ките плаваем? Ну, земля на ките держится. Ты вот у кого ты спрашиваешь? С ними только надо чисто рофлить над ними. Что за история про кита? А ты не знал? Мы же на ките. Там, секунду. Там же он есть, на ките. Там есть сура 68.1, и там есть тафсир Ибн Касира по передаче от Ибн Джарира до Ибн Аббаса, который рассказывает именно о том, что Земля находится на спине кита Нун. Вот. Это типа достоверно. Но при этом есть еще одна... Подождите, ну господи, чего вы перебиваете сразу? И при этом есть еще Джамия Суюти. Ты очень много говоришь и не даешь никому сказать. Да, кстати. Я вообще сейчас молчу. Это я заметил. Я ничего. Я тебе скажу, ты очень правильные вещи говоришь. Один момент. Я сейчас тут одного опущенным сделаю на своем. Аярза, гумс. Гамса, что ли? Аярза опущенная. Варшайла. Очо халаяли. هاي فاميلي تسياق يعملوا خايتا ستقوشون خدا يوال بلد حان خدي أشلي شو جونا ما يريو ها هاستيب موجود أبوشنة بلا يوروبي جرماني خين خدي شو جونا يتجربنا خدي شو جرماني موجود أبوشنة أفغانستان خدي عندتي عن قوة دالرك ها خير مش تويشو عندتي عن هنا عباية مرنا حدينا دالرك حقوق خدي شو بوس شو بيتوشين أجرو شو جي حياة مرتشاق ولا بيتوشين أجرو заколебать наш, блядь, петухиш. Братан, надо ему просто на Бачабазе отправить, чтобы расслабился, там успокоился в Афганистан от его. Самое красивое это тогда, когда Вендетта говорит на чеченском все равно. Какие бы там азаны ни звучали. Скажи мне тогда. Нет, я не согласен. Азан это вообще великий. Зачем мне? Нет, чтобы вот этот вот 95 не говорил, у него в культуре так и принято, чтобы его тесть, точнее, чтобы он встречал своего тестя с оголенным бедром и голенью, при этом не вставая, когда он заходит в комнату. У него такое есть в культуре? Вот это вот его самое главное надо спросить. Надо по-исламски. Давай, понеслась. Ну нет, подождите. Харчи в Германии, и будто бы уподобляются лицемерам, и целый роман будут Баду! Я поставил в 3 часа ночи, пока Вендетта, слышишь? В
3 часа ночи по колонкам поставил, ко мне сосед стучится, говорит, я понимаю, у вас тут там азан, все, смотрит на мою бороду, потому что у меня борода есть, и думает, что я там намаз совершаю. Я такой говорю, все, бисмилля, мой брат. А длинная борода? Да, у меня борода есть, правда, с усами, а он думает, что всех, у кого борода, короче, мусульмане в Германии. А ты какой национальности, Джиджи? Грузин, я грузин. Грузин, понятно, понятно. Да. Картофели, Ки. Пиджи, картофели. Я вот думаю утром вывести утром колонки, поставить в мечети, и когда азан начнется, а я азан Вендетта включу, это покруче будет, наверное. Это будет жестко. Эхнуте. Ты тола параков карту, лад? Я думаю, мы выиграем в этом батле. Шела параков карту, лад? Эхнуте. Лапараков. Или нет? Ахмед куда делся? Ну ладно, давай на русском, чтобы все понимали. О, Аллах, саламу алейкум. Поднимись. Так это ты же. Мы с тобой же общались в ГЧ в Мартиаде. Ну это я понял, наверное, да. Муслим, поднимись, куда делся? Салам пополам. А где этот Гумс, Вендетта? Гумс пусть зайдет сюда, пообщаемся. Сейчас, минуту. Так, шупаймарец. Еще долберцию, шедеющую, лялю, шупаймарбос, те пагали и отстаг. Шупаймарю всю жизнь не делаг. Это? Шупаймарбо мудаки и всю жизнь на хоше бойче лялю, петушок. Тан Рамзан Кадырка мою из-за глилаш жихат дубош. Украина адек жихат дубош. Рамзан Кадырка мою шупаймарбо шныр ляла жихат ду арьол. Ел дайон едбош. Шупаймарбо стие пагалю иштлялак. Слышишь, Вендетта, с этого можно новый Коран написать. Вот это то, что ты сказал. Вендет, ты, мне кажется, иногда, конечно, слишком радикален против них. Это каноны ислама. Тебе кажется, когда кажется, надо что делать? Креститься, помнишь, да? Так я и так крещусь, я на этом и Аллах пасуне. Скажи, что ты был неправ. Или, имей в виду, у нас всю оставшуюся жизнь с тобой вражда. ГГ, подожди, дай нормально. Не, стой, дай он пригласит чеченца, который будет с ним разговаривать. Без проблем, пусть зайдет, я отключу и сразу микрофон выключу. Самый лучший дом, безобидный дом. Организм дом, энергетик дом. Мусульманин Ахмед, салам алейкум. Всем привет. Как ваш Забыл, как здороваться. Привет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Алейкум привет. Ахмед, ты мусульманин? Алхамдулиллах, да. Я знаю, вы Сейчас, подождите, выключите микрофон и да ёлки-палки. Что такое? Что смешного? Я сейчас вас скидывать буду отсюда. Что вы сейчас? Что с вами? Ты не должен говорить. Не, брат, ответь, пожалуйста, один вопрос. Не укачивает тебя, честно, сейчас на спине кита не укачивает? А это как это понятно? Мы же на спине кита двигаемся. Не укачивает, спрашиваю. У тебя может быть, да, но у меня нет. В смысле, может быть, Аллаха в Коране, у тебя оно есть? Я спрашиваю, не укачивает. У тебя есть такое, я говорю. 68 сура, 1 аят. Аллах говорит, что мы на спине кита. Аллах распространял землю на спине кита. Слушай, дорогая. Дорогая, это у меня Аллахушка тут. Мать Аллаха моя дорогая. Ты дорогая. Ибн-Аббас. Мать Аллаха моя дорогая, я тебе говорю. Ты грузин, да? Или чеченец? Алло. Остаём, да? Или барашка ёб? Не, подожди. Да. Модиако, бичу. Дайте пару матерных Бичу, слов. я один момент хочу сказать. Вот Европу, все грузины. Алло. Ты что, то есть ты под чем? Алло. Ты что употреблял? Алло, 29-й. Что?
Европу, Европу, о-о. О-о-о-о. О-о. Грузины, пиздец, го-го-го-го-го. Он это нюхает, наверное, да? Это дорожка залетела, да? Да, нюхает что-то. Сосиска ворует грузина, булочка ворует на маркете Европу. Локи, Можно я не грузин, я чеченец. Я чеченец. Причем тут грузин? Оставь грузин нормально. Что твои мусульмане не воруют? Подожди, оставь грузин. Мусульмане что творят? Подожди, ты что, охренел вообще? Берега попутал? Тут, да, всю Европу тут, короче, 88% официальная статистика, все, что происходит, тут плохое, все, терроризм, все, ебальники этого твоего Аллаха. 88% мусульмане творят. Тебе какой нахуй дело до грузин? Конечно, Рот свой закрой. Алло, я же твой отец, еще б ты не знал. Еще б ты не знал, я ж твой отец, я ж твой батя, бля. Я ж твой батя, бля. Я твой батя, бля. Это у них так по шариату оскорблять матерей. Это у них по шариату. Я твой женский род. Это женский род на спине Аллаха катал. Весь твой женский род, Ахмед, на спине Аллаха катал. На спине Аллаха. 90-х Сахих Муслим. Закрой хлеборезку. Сообщается, что у посланника Аллаха спросили этого мудака, так называемого пророка: о посланник Аллаха, неужели люди будут поносить собственных родителей? На что посланник Аллаха закрыл хлеборезку, сука, бля, гребаная. А ну нахрен пошла отсюда. У посланника педофила Ситага Музмаги спросили: о посланник Аллаха, неужели люди будут поносить собственных родителей? На что Музмаги ответил: да. Как это возможно, посланник Аллаха? Это же один из тягчайших грехов после ширка многобожия. На что опущенный Муджад, наш пророк, ответил: кто-то из нас возьмется оскорблять чужого отца, а тот будет оскорблять в ответ его отца. Кто-то из нас возьмется оскорблять чужую мать, а кто-то из них возьмется оскорблять его мать. То есть мать опущенного Муджада, мусульманина. То есть вы, мудаки, ни во что не ставите слова своего гребаного педофила Музмагу. Вы не ставите аят Корана Камасутры вашего гребаного Аллаха, сквернословие ни во что. И вы еще удивляетесь, почему вас и вашу гребаную, так называемую, в кавычках, религию не уважают. За что? За что вас и вашу гребаную фашистскую идеологию уважать? За что? Вендетта, а ты это где прочитал? Какой Лев, он как раз, вот тебе идет фотка, Лев, короче, как раз ЛГБТ животные, number one, короче. Да. Ты не, Free Палестина, то, что геи танцевали, ты видел, да, это ислам? Бухари 5973. Хадул. Какой? Бухари 5973. Бухари 5973. Все, сейчас. Все, спасибо. Это один вопрос. Но здесь, конечно, у меня есть вопрос. Вот. Это относится к матерям мусульман или не мусульман? К любым. Потому что в этом хадисе как раз таки не указывается брат, мусульманин, христианин, буддист, атеист, нет. Как раз таки Мухаммад ударяет на то, что если ты мудак, муджахид, будешь чью-то какого-то отца, мать оскорблять, он ответ будет твою мать делать опущенную. Понимаешь, как раз... Ты это видео видел? Вендет, смотри. Что хотели бы вы, чтобы вашу... Говори. Ну, подожди, пожалуйста. Говори. Видишь, какой парадокс? Вот этот хадис есть, то, что нельзя оскорблять, типа, чужую мать вообще никакую, но при этом убивать чужую мать можно. Точнее, осуждаю. Аллах воскресе. Отправлять на концерт Кобзона можно, отникяхать можно, сделать секс рабыней можно, наложницы продать можно, продажа рабов. 2229 хадис, 109 глава.
Однажды мы сидели у посланника Аллаха под файлом Узмаги и спросили: о посланник Аллаха, допустимо ли нападать на спящих многобожников? Не путаю. 2229. Однажды мы сидели у посланника Аллаха и спросили: о посланник Аллаха, поистине мы захватили пленных и любим богатство. Как ты считаешь, наимудрейший, можно ли извергать семя не в лоно, то есть не в кобуру? На что, подая файл, Музмага ответил: разве вы делаете это? Вам ничем не навредите, если вы не станете делать этого, ибо поистине всякая душа, которой суждено появиться, непременно появится. То есть это чужая мать, чужая сестра, чужая дочь, чужая жена. Мухаммед сидит и с муджахидами говорит о вот этих щелях чужих женщин. Представляете? Каким был вообще конченым мудаком. Вот у меня не то что вопрос. Они переходят на мать, на сестру, на родителей. Это ладно, там девушки бы говорили. Это но это нормальная мужчины реакция, говорят. ничего такого. Секунду. Говори. Скажи. Секунду. Неужто ли у него, как у мужчины, чести нету, чтобы не оскорблять там родителей, сестру, жену? В исламе нет ни мужчин, ни чести, ни совести, ни достоинства. Братан, Это же какая самое- у них, они самое могут конченое, взять, к чему ты обмануть. можешь пойти. Слышишь, ортодокс, они могут обмануть во благо себе, они могут в лицо тебе улыбаться, а за спиной тебе там нож взять и сунуть в спину. То есть их нельзя вообще как-то показывать или говорить им, что у них что-либо есть. У них нету, конечно, ты что, гонишь, что ли? Нету. Но тогда они без чести находятся. Ну да. Нет, осуждаю. Нет, не у всех это. Нет у них чести. Почему Не у осуждать? всех. Я говорю, в исламе У них нет нету чести, совести, вообще мужчины, вообще нету в исламе такого понятия. Да. Достоинство, качество там. Есть свой и чужой. Все. В исламе на этом все и заканчивается. Вендетта, можешь я сейчас в коммент скину, вслух зачитать то, что я скину? Да, зачитай, да, ну-ка. Вот я подожди. скинул, я не знаю, Ща. получится скопировать это или не получится. Подожди. Мукни. Том, ты нет, скопировать не получается в ТикТоке. Как бы его скинуть, типа. А фотографию сейчас попробую. Сейчас. Нажми на его, Слышишь? получается. И слышишь, Локи, ты это видео видел, где этот, как его зовут, не знаю, говорит, что если мою мать возьмут в рабство мусульмане, то лучше мусульмане возьмут ее в рабство, там что-то фигню несет, короче. Томсо говорит, что хотели бы вы, чтобы вашу маму взяли в рабство, вашу дочь взяли в рабство. Я скажу Томсо, я предпочту, чтобы мою маму взяли в рабство мусульмане. Интересно, кто говорил, насколько дебил. Ща, он еще, подожди. Надо убрать эти всех моментов, чтобы понять, а то вообще там одну курицу только. Ща, все, лучше будет. Она попала в среду, в которой намного больше шанс принятия ислама. Блин, вот они вот эти эффекты добавили, ничего не слышно. Нет, я услышал, то он говорил, где, типа, что в ислам, в рабство лучше попасть моей матери. Да. Это, ты должен быть больным на голову. наверное, я думаю. Можно быть. Вот, к примеру, Подождите, я задам вопрос все, один что связано Вендетте. с моей По-братски. мамой, я буду биться насмерть вообще, и жизнь положу. А он говорит о том, что лучше ей попасть в ислам. То есть это же вообще тупизм полнейший. Да, это так вот у них. Блин, я хочу, чтобы который я скидываю, чтобы его зачитали прям вслух. Плохо то, что Вендетта не... Сейчас я могу, подожди, сейчас, мне время нужно, подожди на секунду. Вот я сейчас скидываю. Не, и ты не скидывай, там все равно у меня есть, просто я скопировать не смогу его. Ахмутадж, Аль-Мутадж, да, Ахмутадж. Том 3. Мухаммад бин Ахмад Шербини.
Ща, да, там Ибн, бум-бум-бум. Там что еще там у них? Ну, у них там, да, имена чужого. Или суннитский, что ты это скинул? У них там бубльгум будет. Вот, сейчас. Современные исследования классических исламских. Я не понял там. О, исламские исследования есть еще. Ну, да, братан, сейчас. Подожди, страница. А я пишу же там. Вниз. Вы с доводами лучше приводите. это. Сейчас. Для тех, кто спросил пруфы касательно возраста Айши, впрочем, подчеркну, что я только... Но это не этот же, это ВКонтакте, а не высвечивается тут отдельные какие-то источники. А если без Мухаммад бин? Сейчас, подожди. Там 12 сподвижников эту историю передавали. Это вообще... Нет, брат, там это ученые исламские же. Сейчас я... Азан.нет. Исламские ученые, они это все знают. Это вообще пофиг. По факту 12 сподвижников, кроме Урвы, которого они называют стариком, который был с деменцией. Хорошо, 11 сподвижников передавали ту же самую информацию. Это вообще самая подробная история, которая есть. Вот тут написано, я нашел. Полноценная близость. Если девочка выдана замуж отцом или дедом в несовершеннолетнем возрасте, муж имеет право спать с ней и вступать с ней в половую связь только после того, как она достигнет физической зрелости и будет способна вынести близость без вреда для своего здоровья. Да фигня это все. Это Аль-Мугни. Это Ан-Навави. А про опекунов тоже говорилось, я читала о том, что опекун может взять свою дочку. Да. Вот, брат, я в комменты скинул то, что там написано. Разрешено вступать с ней в половую связь, даже если она ребенок, не способный к половому акту. Это в разных мазхабах отличается. Подождите, не надо вот так вот говорить сразу. Подождите. Аль-Мугни. Ну, не надо. Вы Аль-Мугни прочитаете, Аль-Мугни. Хочешь, я тебе сейчас докажу, что это, Невольницы, Это в родители. разных мазхабах по-разному. Скажите, слышите? А хочешь, я тебе докажу, что это принимается? Шейх Эхнутеп, вы можете мне ответить? Вот я тут читал недавно, хадис 2517. Сунан Аль-Кубра 5022, там написано, что когда пророк был среди нас, мы продавали наших рабынь, родивших нам детей, и не видели в этом ничего дурного. Это как получается? То есть... Это сахих хадис. Потому что пророк дозволял. Здесь ничего такого нет. Это продажа рабов, 112 главы. Было, это достоверный хадис. Ты не было. Ты что говоришь вообще? Какой это хадис? Какой? Подожди, ГГ, стой. ГГ, стой. Да. Ты много говоришь, давай вот какой-то Не немного говоришь, братан. Ты каждый раз заходишь там, людям не даешь подожди, сказать. что он говорит? Он говорит, что это в хадисе нету такого хадиса. Это кто сейчас говорит? Это Эхнутеп говорит. Ахнутеп, 109 главу продажа рабов, 2229 хадис. Прочитай свою Бога, давай. Нет, я насчет этого не спорю. То, что ГГ говорит, я про этот хадис говорю. Насчет чего? Этот хадис есть, это сахих хадис. Вот, сахих. Достоверный сахих. В смысле много говорит, никто братан? не считал в этом ничего зазорного, потому что это дозволял сам пророк, педофил. Музмага. Вот, да. Продажу рабов, то, что... Да, это понятно. Да, это барыга. Так я это и сказал. 112 глав продажи рабов. Не, братан, ты что-то вообще, ты уже, знаешь, я вот первый раз, вот второй, третий, и в ГЧ то же самое, ты все время пытаешься больше всех сказать, и все время меньше всех там даешь кому-то говорить. Это Да, я заметила уже это с самого начала. Нельзя так делать. И то, что вот ты говоришь, там, фигню говоришь, это тоже, надо этикет соблюдать. Я же тебя не оскорблял, я не говорил там тебе, что ты фигню несешь. Но уважение общайся. Он уже не знает, что это такое. Сунан Аль-Кубра. Хорошо, если я там тебе что-то сказал, ладно, извини. Да не, это интернет, я понимаю, просто... Я имел в виду то, что ты говоришь, типа, то, что есть такие, типа, хадис,
Они же оскорбительные, я поэтому тебя хотел... Так они реально есть, они реально есть. Ну, так они есть, это же не говорит, что он кого-то оскорбляет. Что ты несешь вообще? Не он придумал. Сейчас я тебе могу даже назвать. Передается в Сунан Аль-Кубра Ан-Насай 5022, потом Булюк Аль-Марам Хафиза ибн Хаджра 792, Мушнат Ахмад 11164. Это сахих. Да, все сахих. В Иснаде я это увидел. И мне еще Милана скидывал. Просто еще 54-97. 54-97 это какой? 94 это говорит. Абу Тальхи. Однажды Абу Тальхи вернулся к себе домой, и там прямо, знаете, что указывается? Не жена, просто название. Однажды, когда Абу Тальха вернулся из похода, то есть когда он пошел нападать на спящего многобожника, захватить их женщин и детей, убил их мужчин, осуждаем 32 плюс Аллах воскресе. Абу Тальха вернулся домой, и у него мать ребенка, как ее зовут там? Ну, короче, какая-то девица. Мать ребенка там указывается. Когда он спросил, как мой сын, Абу Тальха, когда спросил, мать ребенка ответила, он спокоен, вообще таким спокойным еще никогда не был. И тогда она ему подала поесть, то есть пожрать. Потом они совокупились. И когда они закончили, то есть когда вот это удовлетворила с ним свое желание, она сказала, похороните моего ребенка на утро. И заснула. И когда утром Абу Тальха прошел к нашему пророку по Дайфайлу Музмаге, первый, знаете, что спросил Муха, когда ему этот Абу Тальха сказал, что у него вчера сын умер? Пророк его спрашивает, Абу Тальха, а ты вчера отникахал свою жену? Он говорит, да. И тогда пророк сказал, о, Аллах, благослови их никях, блядь. Представляете? То есть человек приходит, пророк говорит, что у него вчера сын умер. Пророк его спрашивает, ты вчера свою жену отникахал? Короче, вот такой Санта-Барбара. Братан, а если ребенок родится, то он скажет, когда насиловать будем. У них так это работает, как я понял. Тут еще сура. Ладно, ты сейчас Вендетта. А тебя Аллах в бар отпустил или не отпустил? Тут есть, сейчас я кое-что прочитаю, сура 2, часть 1, 19 страница. Когда мы отменяем или заставляем забыть один аят, то приводим тот, который лучше его или равный ему. Разве ты не знаешь, что Аллах способен на всякую вещь? То есть то, что Умар взял, отменил вот тот хадис, который я говорил ранее насчет рабства. Там вроде, ну, Милан сказал, что его отменили. Вот здесь еще... После всего этого какого рабства? В смысле, какого рабства? Не рабство. Не, рабство. Как не рабство? Сейчас я тебе прочитаю, если хочешь. Вот, я могу еще раз. 2517. Когда пророк был среди нас, мы продавали наших рабынь, родивших нам детей, и не видели в этом ничего дурного. Ну, а Умар каким образом это отменил? Как Умар был начальником охраны, Умар не то, что мог отменить, Умар мог еще за шариф взять Аллаха и заставить его прислать аят. Но он 13 глава, сделал, да. Да, 13 глава, выход по большой нужде женщины из дома, 146 хадис. Ну вот, тут написано, один аят заставляем забыть, приводим тот, который лучше его. То есть у них, короче, переобувание сразу. Я вспомнила про Умара. Мне как-то я жила как-то с одной монахиней, она сказала, что Коран написал Умар. Я вот не знаю, насколько это достоверная информация, но говорят, что Коран написал Умар. Не знаю. Не Умар. Умар написал, Усман. Все писанины, которые были до вот этого, того, что мы сейчас видим, этот Осман их все собрал. Первым сжигателем Корана является Осман.
То есть зять пророка впервые сжег Кораны. Вообще всю письменность, которую люди записывали там на камнях, на деревяшках, на кожах, короче. Которого ангелы боялись даже. Да, братан, какой Осман там сжег Умар? первый. И потом уже начали как у людей звали спрашивать, Астафа представляете? Не, там в итоге этот Нетаньяху печать поставил, чтобы достоверие сделать. Да давай, подожди, ну ГГ, зачем накидываешь, блин, давай не надо фантазировать. Братан, я тебе так скажу, то, что они Давайте пишут... это не в параллель друг другу не говорите. Да. Не фантазируй, ГГ, Смотри, пожалуйста, при не чем тут фантазируй. фантазируешь, братан, шутки понимай, ты если не Я понял... серьезно говорю, Осман является первым сжигателем письменности Корана. Не Корана самого, а отдельно взятых аятов, которые были написаны. Он их всех собрал после смерти пророка, сжег, потом уже начал писать Коран после смерти пророка 50-60 лет. Хадисы начали писать после 180-200 лет приблизительно после смерти пророка. Вендетта. И все это записано со слов каких-то дебилков, которые там ходят. Вендетта, Просто а ты суры вдумайтесь. добавлял? Ты туда суры добавлял в Коран тоже? Да, Отсюда. у меня сура Аль-Падлиз есть. Эрик Сахинян тут пишет, даже Вендетта суры туда добавлял. Не только Вендетта, я же У говорю, Эрика Нетаньяху печать ставил классное чувство скрытую. юмора. Я что, хуже у Марика, что ли? Это... тут слышишь, Вендетта, тут есть муслим один, он говорит, это ложь. Типа, потом ты хоть Ну знаешь, что тогда такое своим хадис? словам, кроме балабольства, нужно факты, ссылки. Надо подняться сперва, ну, хотя бы Поднимись, как минимум поднимись, поднимись. Поднимись. А потом факты, источник. Да. Или что-то, доказательство, что-то. хоть Логи, ты что-нибудь. вообще Иначе молчишь. В суннитском получается, исламе вот есть потом- такое понятие, когда Опять мнение ты Умара, болтаешь, не даешь мнение Умара договорить, совпало с перебиваешь. мнением Аллаха, так-то есть такое. Локи, что говорил Локи? Не этот Локи, блин, дайте Локи сказать, что вы... Локи и так бедный молчит вообще весь Да эфир, ничего я не же говорит. говорю, что он не дает договорить, перебивает. Дай, Ты не НХТ, видишь? дай договорить человеку. Мяу-мяу, мяу-мяу, у Эхнатепа тут же видишь вот этот злой Гаргамель там на профиле, он просто вот выражает свои эмоции этим. Бураки, знаешь, у него улыбка какая появится. Ай, ля, ты крыса. Самый счастливый был. Да. А где можно такого же еще как купить, как у мухи? Что? Пакет все Они включено. не идут к нам, то мы пойдем к мусульманам. Это бачабази, они еще игрушечных ослов там продают тоже, плюшевых. И еще бачабази тоже плюшевых. Вот Локи скоро будет там делать свои, создавать. Да, Локи? Бизнес будем делать с тобой. Лайк. Я буду рекламировать, а ты будешь... Есть то, что-то плохо рекламируешь. Не видишь, вот на 52 человека сказал. Сейчас все будут знать. Следующий. Ну что ты сегодня целый день, у нас 200 чем-то человек, когда на эфире сидел, молчал. Да молчал, потому что там эфир велся, потом еще... Ты же знаешь, потом мне надо было дурачиться чуть-чуть, да? Надо было подурачиться, надо было голосовые поставить. Не, когда ты такие моменты ставишь, мусульмане не поднимаются. Из-за Они этого... видят, что напрямую, да, что оскорбляют, издеваются. Прям жестко так, поэтому они вообще не поднимаются. То есть, когда их нету, это ставят обычно. Поэтому мне приходится Да. защищать, блин. Да. И перебивать тоже, Локи тоже, и меня, и всех. И всех перебивать, да. Да, тоже Вот приходится. поэтому мне приходится.
Не видел, сегодня сидели там несколько пацанов-дагестанцев, короче, думали, что я мусульманин, хоть перед ними, хотя бы на спине Аллаха, то говорю, они все равно сидят, короче, как будто ничего не поняли, не догнали, знаешь, короче, как будто я мусульманин, короче, до последнего. Конечно, ты грузин, братан, ты грузинский мусульманин. Да, что, грузином стал. Скоро Буддой тоже станешь. В итоге дойдем до Умара. Не, Умар говорил то, что если танцуешь, значит ты уподобляешься практически женщине. Ты не мужчина. Эхнотеп, ты весь прям Коран и все хадисы прям вот наизусть знаешь? Ну, не наизусть, конечно, но я более-менее знаю. могу продолжить шарх Сахиха Муслима. Вот если он отвергает шарх Сахиха Муслима, то он Надо автоматически... скачать. Сегодня, помните сегодня этот GG, когда мне этот просил, как я над ним погано? Вот, продолжи, а я там продолжаю вообще, помнишь? Да. Ты вообще, как тебе не стыдно вообще? Это что было? Между прочим, Аиша свой первый талак получила в 6 лет. Я над ним издевался до того, пока он сам этого не перестал делать. Нет, тебе не стыдно, честно скажи? Наверное, надо пойти. Кто может? Нарезки ты хорошо делаешь, нарезки GG? Да, нарезки делал раньше, а что? Я, если тебя видео скину файлами, скачаю эфиры. Ты что, нарезки со мной делал, что ли? Ну, с моего эфира предыдущего, сегодняшнего видео эфира, я тебе скину моменты. Сможешь нарезки делать? Со мной? Нет, да Алло, причём ты вообще? 29-й, боже мой, какой ты. Чё ты сейчас режим этого непонимающего включил? Причем тут ты вообще просто нарезки? Я говорю тебе, сегодняшние эфиры, записи эфиров я тебе скидываю, а ты красивые, прикольные моменты там вырезать и мне скидывать. Можешь так? Могу. Ты покажи, какие просто. Там сколько они минут длятся? О, ничего себе, если я тебе это показывал, тогда я сам могу. Зачем Самому надо поставить, смотреть и нарезать. Сколько они минут длятся? Сколько минут они длятся? 5 часов, 5-6 часов, а другой 3 часа. Ну что тогда буду смотреть? Тяжелая работа тебе предстоит. 7 часов в эфире сидел? Сегодня больше. Больше 8. Ты в пятницу, братан, я опять же не буду палить, где ты работаешь, но где ты работаешь, как у тебя время остается 7 часов в эфире в ТикТоке сидеть? Аллах дает. Все понял. Аллаху Акбар. Он омовение делает просто Джек Дэниелсом и Джеймсоном Даблом, и все вот так вот. А потом еще колодец Будага вдобавок. Там еще эти собачьи месячные, если такие есть вообще. Фу-фу-фу-фу-фу. Дохлые собаки. Этот АА, мне кажется, муслим. Может, добавьте его? Еще нарезки сможет сделать. Конечно. Поверь мне, там столько нарезков ты сделаешь, если ты не провернишься. Главное, никуда не заливай, мне скидывай, я перепроверю там. Чтобы копии не было, а то ограничивает ТикТок, когда я копию. Хорошо. Заливаю. Эти смешные видео не добавляю, да, они как будто лишние. Просто добавлю там Вальхала какую-то песню, сделаю, поставлю звук на 10. Не, наоборот, нарезки нужны, наоборот, прикольные моменты там. Все, хорошо. Ты видел? Ты опять режим 29-го включил, GG. Конечно. Он же надо мной сегодня прикалывался, сейчас я над ним так прикалываюсь. Это типа ответочка, ля ты крыса. Конечно, ответный удар. Нельзя так, нельзя. Как же ты можешь с нашим Локи так поступать? То есть со мной можно, да? Я не человек. С тобой можно, ты же грузин. Так, значит, это работает. Осторожно, Мяу, правильно говорит. Локи тоже у нас недавно грузином стал. Когда? Сегодня. А вы не слышали? Ахмед зашел? Я не слышала. Ахмед зашел и сказал, что ты грузин, да, ты грузин.
И начинают, короче, европейцы, грузины там. Локи начинает тоже говорить, с каких вообще грузинов стал. Джиджи, ты опять режим 29-го включил. Все понятно с тобой. Подожди, хватит копировать вот слова Локи и Вендетты. Ты мне лучше скажи, а при чем тут грузины? Что тебе грузины сделали? Да не, ничего хорошего. Ничего хорошего? А что они сделали? Ну, допустим, был у меня друг, который мне 500 евро занял и не отдал. Разве так ну можно это поступать? смотря какой, есть разные грузины. Нельзя же всех в одну... Ты изначально не знала, что грузину долг давать нельзя. Вот ты такие вещи не говори, ты чё? Это чеченцам долг давать нельзя. В этом случае я вижу виновного одного человека, ее, которая дала грузину долг. Это было очень давно. Я была молодая и глупая. Что ждала обратно деньги, понимаешь? Это вдвойне. Хорошо, а тебе сказать, как я один раз чеченцу взял, который в Азербайджане, ну я же в Азербайджане родился сам, когда у чеченец один был, Байсангур, я ему дал $100. Вернул, да? Да, и он тоже не вернул, а потом еще сверху он мне сказал, что у его матери... Ты что, это чья вина, твоя или его? Ты что, не знал, что чеченцу Его вина, конечно. Ты что чеченцу долг давал? Тогда я также могу про грузина сказать. Почему? Про любую нацию сказать. Вот именно, нельзя так говорить, мяу-мяу. Да ладно, я прикалываюсь же, чё вы Я такие серьезные, господи. Я плакать буду. Ну не надо плакать, Джиджи, не плачь. Вот так на тэп уже там, я на фотку его смотрю, у меня такая же физиономия становится. Смотри, алло, 29-е, слушайте. Аллах нету, да ты откуда появилась? Твой мама откуда появилась? Твой бабушка откуда появилась? Твой мир откуда появилась? Адольф, ты не Адольф, ты ад. И в аду будешь гореть. Мне отправь это мне. Если Аллах нету, да ты откуда появилась? Твой мама откуда появилась? Твой бабушка откуда появилась? Мне, Локи, мне отправь это, пожалуйста, отправь это мне. Что ты как? Твой бабушка откуда появилась? Твой мама Если откуда Аллах появилась? Аллах нету, ты откуда появилась? Твоя мама откуда появилась? Твоя бабушка откуда появилась? Твой мир откуда появилась? Все вышли из одного места. Локи, вот этот он вот сидит, пишет, критик ислама без довода, добавьте его. Добавьте, давай. Что же, Фриман согласен. От верблюда появилась твоя бабушка. От верблюда моча. Если добавите, можно я с ним поговорю? Можно. Я просто чувствую, что он не будет разговаривать, он монолог будет вести. Мать наша, создательница. Ну, это уже не Подождите, что тут написано? Мать наша, создатель. Короче, он тоже что-то распросрал своим ртом, и не знаю, что он распросрал. Нет, это Фриман, он христианин-чеченец. Подожди. Да, у него этот крест. Просто я не понял, если честно, мать наша реально что-то распросрала, я не понял, что он сказал. Но это Фриман, он христианин-чеченец здесь, ладно. Да, я понял. Офигевает, заметили? Я Когда понял, но все равно. укачивает тебя на спине кита, короче, они охуевают. Ой, блин, это же так жестко, блин. Локи, ты мне отправил то видео? Надо пойти рейдить, короче, надо сперва видео скачать, тебе скинуть эфиры, потом надо будет пойти порейдить, потом эти я сам отредактирую уже. Там надо рейдить, залетать, салам дать, спросить, брат, ахи не укачивает, это, знаешь, разные подходы надо. Локи, кстати, что там с рыбами вчера? Поднимайся, давай, идем. С рыбами что вчера случилось? Как вообще, поймал что-то? Улов был? Либо в итоге сожрали все? Один только. Один? Побольше хотя бы?
Я чисто посидел пару часов там. Не, на рыбалку тоже надо пойти. Я все равно сейчас через... Ты ходишь на рыбалку? Каникулы закончатся. Часто. Тут есть около Калкпоста, около Гауптбанхоф есть одно такое озеро небольшое, и там очень много рыб. И там, короче, могут лодки давать, и ты можешь, короче, куда хочешь отъехать и сидеть там хоть до полудня. И все. Там автоматически потом лодки. У них лодки тоже на автоматической аренде. Потом ставишь обратно на карту, садится все. Ради Аллаха, поставьте Иллиона Джона, послушаем. А это кто? Спасибо за эфир, было весело. Всем спокойно. Бисмилля. Шалом алейкум. Вендетта, Локи, всем пока, Миланочка, пока. Пока-пока. Мусульмане, поднимите. Ладно, тебе тоже пока. Поднимите ла-13. Эхнутеев, вот тут ла-13 просится, он мусульманин говорит. Ла-13. Он такой же мусульманин, как я, балерина китайская. Ислам истина, запомните, альхамдулилля. Самый приближенный к Мухаммаду получается. Истина. По словам Эчно, получается, самый приближенный Марша, Мухаммада это Элей. Я в тебе в танцах не сомневаюсь. О, май гад. Ла-13 вроде все уже знают, он же не мусульманин. Да, я угораю. А может быть, я делаю настолько... статью, Дига. А может быть, я делаю статью, брат. А? Не думали об этом? Может, он шахаду произнес, да. Шахаду я каждый день произношу, брат. Он бисмилля произносит постоянно, он говорит. Я бисмилля произношу больше, чем все мусульмане вместе взятые, брат, поверь. Одну ошибку только не совершай. Ислам, что бы не принял, только 9-летнюю не бери, да? Нет, 9 нет, но с 7,5 все-таки, наверное. Нынешнее время, короче, могут клетку посадить. Да. Я могу и сейчас произнести Иля-иля-ля, Расул Гамзатов, там, альхамдулилля, все, я альхамдулилля мусульманин. Клянусь Малаховым. Нет ты прикинь, Алле Пугачевой. Ты прикинь, да, вот насчет Бхармата говорят, то, что у него там жена убежала к арабу, там и все такое, то, что Локи там... человек избавился. Еще про Ла-13 говорят, то, что он там в тюрьме сидел по вот такой-то статье. Короче. Самое интересное вот в Москве. Вот такой вот типа делают. Ладно, все нормально, иншаллах. Каждый мужчина должен сесть в тюрьму. Чтобы сидел, не сидел, на 9-летнюю уже никто не залезал. Бог помиловал. Главное, на 9-летнюю не залезать. Фриман Ногче, ЛЭ-13, где твои звезды? Какие звезды? Фриман Ногче. А ты кто, Фриман? Ты тот, типа, христианин, который матом, да, ругайся? Понятно. Это абсолютная истина. Мы признаем эту истину. Если она абсолютная истина, есть люди, которые не принимают эту истину. Следует за истиной, абсолютно истиной, против этой истины. Помеху истине. Передаем истину. Не дошла истина и не дошла. И пойти за истиной. Распространялась истина. Истину, вот есть истина. Отворачивает человека от истины. Истину отрицанием. Что? Подкаст с Мухаммедом, может, сделаем сейчас? Здесь прям... Истина! Истина. Эти великие истины, в таких великих истинах. В таких великих истинах эти великие истины. Слышь, истину. И никто истину не может объяснить. Твой
Смотри, смотри. Ты, сука, если Аллах нету, да ты откуда появилась? Твоя мама откуда появилась? Твоя бабушка откуда появилась? Твой мир откуда появилась? Ты не Бог, ты ад. Ты ад. И в аду будешь гореть. Да, в него джин Дима, вселился. ты христианин же, да, вроде как? В него джин вселился. Кто, Ну я? ты вообще как-то... Не, вот этот Фриман есть У один? него Мухаммад целился, мне кажется. Я был видел вообще его, пиздец. по-моему, у Да. этого, как его, у Антихадиса. И один раз я, поднялся, спокойно задал вопрос, он меня выкинул за спину, потом наругал. Все как Иисус ему велел. Ну ладно, сейчас не надо сейчас вот на это. Не, окей, ладно, я понимаю, там он истинный христианин, все как... Ладно, у меня нету... Ты путаешь, наверное, Элай, вряд ли. Не, Он не, чеченец. он- Он чеченец, я слышу. Он чеченец, который принял Иисуса, правильно же? Это он Не, только- Эла 13, Гио, смотри, он знаешь, почему принял Иисуса? Потому что чеченцам с 19 века и до 97 года им рассказывали то, что есть вот Мухаммед, пророк, который делал то-то, 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 а это, оказывается, по действиям был Иисус, понимаешь? И поэтому ему было легче принять Иисуса, вместо того, чтобы вот как бы дальше продолжать, чтобы поддерживать именно ислам. Ну, это понятное дело. Ну, это, это естественно. Я убежден, Им брат. просто рассказывали, Гио, смотри, им рассказывали. Подожди, Фриман, это... Майца. Фриман, это же ты, что другим голосом разговариваешь? Что значит? Первый раз. Маршал, Ты меня Дувенде. выкинул, послал. Как? Что значит? Приветствую Первый раз. всех, маршал Дума Сергей. Маршал генерал Симус наш пришел. Куда ты пропал, генерал Симус? Бокал Подполковник. МЦД, может, Витсфелд, Херо. Маршал подполковник. Везде у вас ищу. Не Да, приходишь да, больше, да, я еще. там не жду. Что я тебе сделал? Как не прохожу? Ну, я на работу. Аферист. Исхак это мусульманин, да? Нет, Исхак Да, это да. Нохчи, наш брат. Ногчи. Генерал. Если Все говорят маршал, а я ему говорю, а ты генерал Симус, ген назвали. Миллион второй генерал. Миллион первый это Джахар Дудаев был, а я Гахар миллион Дудаев второй. красавчик. Ну все, сразу понятно, чеченец, а не мусульманин. Всё, Не, окей. он наш брат, слушай. Ну как жизнь, Ногчевой, в чем разбираемся? Маршал Ду. Маршал, генерал Симус, подполковник, лейтенант, это все ты. Бог. Венде. Он сагатдаш ворксу, да. Вендетта вообще... Вендетта, ассаламу алейкум, Вендетта. Вообще похеру, не здоровается, ничего. Вот такие вы, братья. Окей. Видимо, там На не, он когда включает эфир, Ассаляму он алейкум ва сначала... рахматуллахи ва баракатуху. Кабачковый грамм. Я на другом канале был. Просто я вас одним ухом вас слушаю, другим ухом телеграм. Я насиху в двух местах делаю. Ишь, дуа, ты, молодец. Везде надо успевающим быть. Где Да, надо быть? Ты молодец. сказал в пиш. Где? Где? Везде ты Всем сказал. хорошо, всем хорошо. Везде надо быть успевающим. Ребята, я вас прервал, Хорошо. видимо, извиняюсь, у вас тема была такая хорошая. Маршал Франк. Так. Если вы У нас- позволите, я присоединюсь к вашему Окей. тему, и мы продолжим. Давай, у нас тема истина ислама. Окей, хорошо. Алхамдулилlah. Окей, сколько раз в день ты лбом бьешься о пол? Честно скажи. Да он не мусульманин.
Подожди, Я ну, не успеваю без слов, без биться слов. об не пол только, об стену даже не Подожди. успеваю. Ты только что пошел против Аллаха? Аллах говорит, что мы все мусульмане. О, ты в ад попадешь, будешь гореть в вечной гиене. Ты наихудший из тварей, короче, ну и так далее. Ну, 13-й район, ты что, так мощно, сильно на меня наехать решил? Да я с тобой в такой манере разговаривает. Гио, он Знаешь, не я с мусульманин, тобой Гио. Я знаю, брат, я его 100 лет знаю. Прикалываю. Ну, это вы любите, да? Ну, вот сейчас тонкая такая система у вас вот это была. Ну давай эту ну-ка систему. Сейчас я вспомню. Ну давай, вспоминай. Ты Потом о чем вы сейчас? вспоминай. Ну, Видишь, я глаза вас не прервал. закрывай. Я вас прервал Ты из-за это того, уже что... говорил. Ну, опять он, короче, бухой, да, бля. Как я не люблю, когда ты, бля, вот так. Да не, я не бухой, да все нормально. Я забыл, подожди, люди забывают часто. Нет, ее Хармата, сколько раз забыл, помнишь? И там, везде. А как он меня обматерил, знаете? Он меня один день что-то тоже не узнал и давай. Это что, он уже забыл? За что ты меня? Он говорит, вот так. И я говорю, а на второй день, брат, как ты? Я говорю, все хорошо. Это что, я сразу забыл. Это, знаешь, честно, у меня собака есть. Я ее могу ударить, что угодно сделать. Секунда не пройдет, я повернуться не успею. Она уже под ногами опять стоит, понимаешь? Так быстро забывает, вообще не злопамятная. Кого-то она мне напоминает, брат. У тебя бельгийская овчарка вроде, да? Да. Дело не в этом. Если я чем-то обидел, Монстры, братуха, это тебя или огорчил, конечно. Не, брат, все нормально, Маш. Знаешь породу? Да. Хорошая порода, да? О, самая бешеная. Да, ты что, они... Самая бешеная. Я в жизни не видел такую бешеную собаку. В своей жизни у нас столько собак было в жизни. Они опасные тоже, если неправильно тренируешь, они схавают тебя, брат. Да, она очень дрессированная. Можешь поставить 3 разных бутылка, там, колу, сок, там, воду, на выбор скажешь, она тебе правильно принесет. Ну, они умные, да, я знаю, у них есть. Ну, Сарубер много чему научил. Они намного умнее, чем наш пророк Мухаммед, мир ему, все остальное взад. Бисмилля. У него хороший этот кинолог есть. Русская община, блядь. Ай, самая беспонтовая община. Ты это не обижайся. Вы очень слабые. Да? Можно? Я помню. Чтобы мусульмане могли целовать. Вот смотри, я вот помню одну вещь, когда евреев, армянов, таджиков, азербайджанов, там всех, кроме чеченцев, а потом как будто мы друг друга как будто такие подлизываемся, да? Вот эту систему я помню. Вот поэтому я и на тебя, видимо, Начудил, походу. Извиняюсь. Марш, что? Там еще такое молчание и сверчок у Вендетты был. Это так смешно было. Да, Ишак, ты мусульманин? Ишак, ты мусульманин? Или ты не мусульманин? Кто ты есть? Не отвечает, значит боится. Ты боишься, Ишак? Хотя что я спрашиваю?
Ихний пророк всегда боялся, вообще под себя ходил кирпичами. Да. Всегда прятался за пазухой христиан, кефира, иудеев. Так не то, что знаешь, чего я больше всего ржу, то, что они тут сидят, кричат за мусульманскую силу, вот это то, что вот давайте вперед мусульмане, а потом сами же в YouTube выставляют на рекламу, что задонатьте нам Free Палестина, пожалуйста. У самих христиан же просят деньги на помощь. А грамотность гайта, цули ишак цабош. Исхак або кудуга, Исаак. Ты со мной сейчас, я не чеченец, если что. Конечно. А что ты оскорбляешь резко? Ишак. Кого? Тут Так не у тебя Ишак Ишак, написано. у тебя в нике Ишак написано. блядь. По-чеченски только с этими калибрами английского языка написано Исхак. Исхак. Да, это тавсир неправильно. Да. Ну, я по-английски это написал, и все. Если я по-чеченски напишу, знаешь, ты правильно выскажешь. Ну, Да, ну, у мне тебя уже так два, написано. и ты теперь сегодня третий человек, который оскорбляет меня, Ишак. Ну ты убери этот никнейм, поставь нормально, чтобы Да, все ну поняли. это понятно. Я и так напишу, или всякое напишу, как хочу. Но Не обессудь, Просто не для обессудь. понимания. те, кто меня уже знают, они меня знают как Акборс, как Дикий Волк, и все. Мне это хватает. А ты мусульманин, Исхак? Опять же, Акбор Залам Валлах. Это я специально для одной отдельной группы так написал. Извини, братан. Он комнатный мусульманин, шифруется. Понял. Все шифруемся. Я не шифруюсь, у меня в открытом доступе информация. Кто хочет, приезжай. Подожди. Прежде чем кому-то говорить, ты муслим или ислам, ты сам про себя выдай, ну хотя бы самого выдай, ты муслим или ислам, или кто ты. Посмотри мой аккаунт, И я все, уже, а потом я тебе отвечу, я уже кто десятый раз Хочешь уже говорю, вот что я христианин. В этом эфире. Г укол, также. Христианин, Г.Г. христианин. А я Я чеченец. говорю, Джи. чеченец. Понятно, Ну. чеченец? Ну, какой религии исповедания, ну, вероисповедания? Сай нохчуэ дин дукса, сай дэлуса. Сун кица дин уеш. Да, цама уеш, сай нохчуэ дин дуй и тёш дусун. Мне это хватает. И все. Мне не нужны ни христианские, ни буддийские, там, ни исламские, там, ни джихадистские, ни шариатские, там, всякие Ну, я как религии. знаю, у чеченцев свой бог, вы его даже называете, я забыл, как вы его называете. Деля, он же сейчас говорил. Дела, да. Маршой. Это наш слоняра. Ну, Поэтому- дело, да. Вот так меня воспитывали прямо с рождения. Ой, дело, ой, все, у нас есть один дело. Нам это хватает. А дальше мой Бог вместо дела был мой отец. Если в людях говорили пророков, опять же я и своего отца вместо этих пророков. Почему? Потому что он меня правильно воспитывал. Очень правильно. На истине. Чтобы я был справедлив с людьми, не крал, не убивал, не провоцировал и так далее. Правильно, Чтобы правильно, я был... все правильно. И все. Я просто и Бог, и пророк, и это мой отец. А моя мать – это святая женщина. Это богиня. Это моя богиня. Это Для моя каждого, мама. конечно. И все. А Это- сегодня заскакивают люди такие бешеные, как псы. Я Да, твою очень бешеные. маму накрою одеялом. Не, это знаешь, те, кто заходит за маму, говорят, они уже себя кавказцами могут не называть. Ну, чтобы просто... Очень, почти весь мир с ума сошел. Весь Не мир. только даже, вот эти элементарно заходишь,
просто вот не только кавказцы, даже вот к русским. Даже сами кавказцы я часто видел, двуличные мрази сидят через фейковые аккаунты и делают из себя вид, это типа они русские, и называют, короче, чурка, все такое, видят акцент, начинают говорить, короче, и такой... две шаурмы в сырном там сделай, либо мать оскорбляют просто так. Даже не понимают, кто человек Ну да, вообще. и такой, не спорю. Конечно, есть такое, которые стоят и мне звонят и показывают одного этого дагестанца. Вот видишь, твой бычки собирает нахрен. И сигареты. Ты представляешь? Да. Телефон. Пусть он что-нибудь скажет. Да он реально, все вообще... Ноль. Видишь, положения ж были. Есть такие положения, которые... мол, я чечен. Нет, дело не в восхищениях. Нам уже тут восхищаться нечем. Нам нужно, наоборот, сплачиваться, как наши отцы. Весь Кавказ был сплоченным, и он держался, а сегодня, видишь, как опустился и опозорился. Да. И кроме нас, чеченцев, истинных, мы же одно сплотение было. Пусть ты будешь дагестанцем, пусть там Карачая, Черкесия там, и так далее, осетины и так Ингуш. далее. Весь Кавказ. Да, 50 на 50 там люди живут, да, вот в каждом, Ингушетии, везде. 50 на 50, когда ты видишь честных людей, которые знают, что весь Кавказ был сплочен, тот 50%, когда сегодня продался, и они даже не чувствуют себя кавказцами, они просто издеваются. Они позорят. Из-за таких людей потом берут и всех. Мне больше всего бесит, что люди не знают, считают, что все кавказцы мусульмане и нету. То есть все кавказцы абсолютно. Я говорю, что как это? Чеченцы до исламизации, не только чеченцы, ингуши, азербайджанцы, они все до исламизации не были мусульманами. Есть те же самые азербайджанцы, которых я знаю, которые... Даже пусть будут даже. Но в то время не было такого, что сегодня творится. Мать то, что оскорбляет, это да. Такого не было. В то время мы искренне несли прямо святых всяких и пророков, и их там религий, там все принимали. И они этим радовались. Оказывается, они несли за собой под хвостом, как вот это, скорпион, жало вот так через голову, она же ядом атакует. Не хочу матюгаться. Раз он этим хвостиком все ужарит, и все. Вот те же скорпионы. То же самое, одно и то же. Вот что творится сегодня. Ты сегодня встретишь, мол, человека, ехидный такой, мол, или же добрый там, все. Нет, тут уже психология, знаешь, тебе надо стать таким психологом, чтобы его разобрать, каждую морщинку его, или же улыбку, или же его всю движение. Вот здесь сейчас пишет человек, азербайджанцы вообще какое отношение? Азербайджанцы и армяне, вообще я вот единственное, что не могу понять, вот сейчас многие делают разделение, там Южный Кавказ, Северный Кавказ, нету такого, это вообще что, Кавказ, это то, где заканчиваются и начинаются Кавказ.